Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Верные подсказки. Подсказки Вселенной для вас. Загадайте, пожалуйста, на себя, либо попросите Вселенную послать вам верную подсказку на вашу ситуацию, либо в принципе вот по жизни, да, верную подсказку. И давайте посмотрим, какая информация к нам придет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками. То, что сейчас скрыто, и то, о чем мы желаем услышать и узнать. Так, кто это у нас так страдает? Кто плачет? А ну-ка, признавайтесь в комментариях. Слезы чьи-то вышли, слезы. Плохо. Кому-то из вас очень сильно плохо, прям до слез. Либо и правда вы все время плачете, потому что какая-то безвыходная ситуация, все вот в одном как будто бы круге застряло, и вы чувствуете себя абсолютно беспомощным, либо беспомощной. Опять же, вы все разные. У кого-то любовная тема, у кого-то прям деньги, проблемы, здоровье, может быть, да, прям очень тяжело. Как будто бы сил уже нет, сил бороться нет, а бороться надо. Здесь Вселенная говорит, что вы должны бороться. И помощь вот показана уже близко. Надо обязательно, мои хорошие, бороться. Вам нужно еще чуть-чуточку подождать. Видите, здесь помощь вам придет. Видите, вы в таком полулежачем положении, и здесь человек вас вот так прям приподнимает. Здесь помощь придет оттуда, откуда не ждали. Либо именно тот самый человек, из-за которого вы так плачете, с кем у вас такая проблема, сам к вам придет, и все решится, все случится, все будет хорошо. О пустом плачете, о пустом. Не надо плакать, надо бороться, надо жить. Понимаете? Жить вопреки. Ходить и улыбаться. Бедам своим в лицо улыбаться, неприятелям улыбаться. Вам помощь обещана от самой Вселенной. Здесь вот человек, помощник, ну, либо тот, из-за кого плакали, придет. Скоро придет, ждать уже недолго. Вот, все у вас будет хорошо. Хватит плакать, вытирайте слезы, начинайте улыбаться. Поверьте, ваша ситуация, она очень-очень быстро выправится. И то, что сейчас кажется невозможным, как раз-таки в жизни воплотится. Это четко показали еще и события у вас прям с левой стороны. Да? Во что уже не верите, в чем разочаровались. И вот безвыходность почему-то идет. Ничего, ничего, все изменится. Так быстро, что и опомниться не успеете. И помощник, либо тот, кто спасет, он рядом. И еще, мои хорошие, говорят о том, что вы чего-то очень сильно стесняетесь, либо смущаетесь. И в данном конкретном случае ваша стеснительность играет вам дурную службу. Пока другие берут, тащат все подряд, да, всем, вот чем можно пользуются, вы в стороночке стоите и стесняетесь. Так делать нельзя. Вы словно бы сами у себя отбираете. Скромность — это, конечно, хорошо, да, особенно вот со стороны, хорошее воспитание. Мы так и детей своих воспитываем, и нас родители так воспитывали. Но нельзя настолько сильно. Вы перегибаете палку. Вы прям, очень скромны. Такое впечатление, что вы все по углам до стены подпираете. В данном конкретном случае вы сами против себя действуете. Вам бы хоть капельку, не буду говорить наглости, наверное, решительности, смелости, да, вот смелости — правильное слово. И все может поменяться, причем раз поменяться.
Вам не нужно себя прятать и скрывать. Наоборот, вам нужно очень громко о себе заявить на весь мир. И чего бы это ни касалось. Ну, например, могут люди получать помощь, могут люди свои какие-то начинания делать. Допустим, вы талантливый мастер, художник, либо пекарь, да, и вам как-то стеснительно показать свои работы, либо прорекламировать себя, либо, ну, опять же, да, вот дать объявление о том, что вы что-то умеете, знаете. Ни в коем случае не стесняйтесь. Если где-то помогают, если где-то, ну, например, на каких-то добровольных началах, либо волонтерских началах решают проблемы, либо содействуют, идите, обратитесь. Не стойте так в углу. Нельзя так сильно стесняться. Вы как будто бы действуете сами против себя. Дальше показывают мужчину, как будто бы он за забором находится. И показывают вас и ваши сердечные боли, назовем это так. Вам кажется, что этот мужчина про вас забыл. Вам кажется, что пропал и не вернется, что он от вас отказался, может быть, даже как сбежал и спрятался. На самом деле все совершенно не так. Этот мужчина думает о вас просто постоянно, 24/7. Нет ни одной минуточки в его жизни, чтобы он о вас не подумал. Здесь мужчина действительно как за забором. Здесь мужчина то ли в какие-то большие неприятности попал, то ли в какие-то ограничения его посадили. Ну, здесь как будто бы, да, за стеной он оказался. Девочки, не забыл, никогда уже не забудет. Его сердце принадлежит только вам. Вы хозяйка его сердца. То, что жизнь его так вывернула, то, что он в такую, ну, назовем это, беду попал, да, это всего лишь испытание на пути к любви, к счастью. Вот. Он обязательно выберется, и я вижу, что он что-то придумает и, скорее всего, какую-то весточку вам пошлет, что вот жив-здоров, правда, в ограничениях, но я скоро буду. И я найду самый кратчайший и самый быстрый путь к тебе. Вот, девочки, он решает этот вопрос. Он постоянно думает о вас, очень сильно соскучился, и вы удивитесь, но для него эта разлука гораздо болезненнее, чем для вас. Вот правду вам говорю. Когда он появится, он вам все расскажет, и вы все поймете. И да, в какой-то момент вам даже будет стыдно, что вы плохо о нем подумали. Нет, это ваш мужчина, а вы его женщина. И, мои хорошие, у кого-то еще, возможно, окажется такая, ну, не совсем приятная история. Вот мужчина может быть не свободен, либо мужчина никак не может оформить там все документы, связанные с его, допустим, разводом, либо отъездом к вам. Да, что-то его держит, вот как за забором он оказался. Но ничего, он мужчина любящий, он мужчина активный, умный, да, он обязательно найдет дорогу к вам. То есть лазейку в этом заборе, да, ну, либо снесет к ядрене фени этот забор, ну, лишь бы с вами быть. Девчонки, вы его дождитесь. Дождитесь, он будет. Ну, к вам проявится весточку. Вот сначала весточку, потом уже сам приходит. Дальше. Вселенная говорит, что вам с кем-то не нужно ссориться и ругаться. Может быть, человек вас достает, может быть, напрягает, может быть, как-то себя, ну, ведет некрасиво. Ну, либо вам кажется, что человек вас провоцирует. Ну, все в жизни бывает, да? Вселенная говорит, что ругаться с этим человеком нельзя. Нельзя, и это будет очень серьезная ошибка с вашей стороны, если вы с этим человеком поссоритесь, поругаетесь. Надо, ну, как не смириться, а скорее как абстрагироваться и не принимать близко к сердцу. Тот, либо та, с кем вы хотите поругаться, ну, либо высказать что-то, этот человек вам еще в жизни пригодится. И, возможно, будет такая ситуация, что именно этот человек вам здорово поможет, ну, либо здорово вас выручит. Вот. Поругаться вы всегда успеете. Но главное — сохранить любой ценой мир между вами. Я не вижу, чтобы здесь человек что-то сознательно против вас делал. Скорее всего, у человека такие манеры, либо такие повадки, ну, такой стиль общения, поведения. А зла этот человек вам не желает. Ну, может быть, как-то, знаете, все наложилось одно на другое, и вот вам что-то не понравилось. Не стоит ругаться, не стоит ничего высказывать, просто
абстрагируйтесь и не придавайте этому значению. А этот человек вам очень-очень пригодится. Причем пригодится, возможно, уже и в каком-то ближайшем обозримом будущем. Вот. Ругаться нельзя, высказывать тоже нельзя. С левой стороны обратная ситуация. С левой стороны здесь очень похоже, что на вас кто-то вскарабкался и ножки свесил. И еще имеет наглость, как будто бы погонять вас, да? Типа давай, вези, скорее, быстрее, с ветерком. В таком ключе. Кто-то прям катается на вас, пользуется вами. Нехорошая эта ситуация, вернее, ничем хорошим не закончится. Здесь человек в какой-то момент просто настолько обалдеет, что приказывать вам начнет. В таком тоне, да, требовать, что вот ты должна, либо ты обязан. Вот. А потом вы так станете, руки разведете, скажете: да ё-моё, я же тебе помогаю, да? Я ж все, что могу, то и делаю, а ты еще и мне приказываешь. Прям некрасивая картинка сложилась, просто некрасивая. Здесь, мои хорошие, вам за ваше добро черной неблагодарностью заплатят. Поэтому хватит. Пришло время подумать и о себе. И нечего возить людей на своей спине. На что у вас луженая, чтобы вы всех на себе катали. Прям совсем нехорошо. Мне вас жаль. Жаль, что, опять же, сердечко будет болеть. За вашу доброту черной неблагодарностью могут заплатить. Вот. И это прям совсем обидно и неприятно. Хватит быть услужливым. Хватит быть услужливой. Не надо этого, это ни к чему, ни к чему. Пришло время подумать о себе. Вернее, самое правильное – это подумать о себе. И еще, мои хорошие, документы, бумаги. У вас то ли документы не в порядке, либо какие-то могут быть моменты, связанные, допустим, с оформлением документов, продлением, может быть, оплата даже каких-то платежей. Вот там бардак. Вы меня извините, но бардак. Нужно порядок навести, нужно все упорядочить, все проверить. Может быть, вы что-то позабыли. Может быть, действительно срок годности, назовем это так, да, срок действия документа какого-то заканчивается. Нужно обязательно заняться документами, заняться бумагами и не откладывать. По возможности уже сегодня нужно этим заняться. Все проверить, перепроверить, прочитать, перечитать, уточнить. Не откладывайте, а то, знаете, потом будете бегать, как угорелая, либо угорелый, и будет неприятненько, прям очень неприятненько. И да, ни на кого не надейтесь, иначе человек тоже может подвести, да, люди же не роботы, и человек тоже может и забыть, и ошибку допустить, и что-то там недостаточно правильно прочитать, а не вчитаться. Вот, все нужно делать самой, либо все нужно делать самому. Либо, по крайней мере, очень так четко контролировать. Вот документы прям показали, вот как будто бы ворохом лежат. Еще. Вот вижу, что у кого-то что-то не получается, и вы прям так нервничаете, думаете: значит, это не мое. Да, вот не получается, значит, не мое. А на самом деле вам просто какого-то знания не хватает, какой-то информации, да, знания, информации. Прежде чем что-то забрасывать в долгий ящик, либо от чего-то отказываться, попробуйте добыть информацию, либо глубже изучите то, чем вы занимаетесь. Вот как не хватает каких-то элементов, каких-то знаний, какой-то информации. Если вы эту информацию обретете, все будет хорошо. Все у вас сложится, все у вас получится, и вы будете успешны в том, чем вы занимаетесь. Дальше показано, что вас какой-то человек очень сильно боится, и поэтому как-то вот с вами нехорошо обращается, не тепло, да, не тепло воспринимает. Вы думаете, что у человека такой характер, либо вы думаете, что человек по жизни такой злой. А на самом деле человек испытывает перед вами чуть ли не животный страх. Да, именно боится. А если бы вы были более, скажем, опять же, посмелее, то я думаю, что все бы уже давно выяснилось. Возможно, вас боится кто-то на работе, возможно, кто-то в семье, возможно, кто-то в кругу, в котором вы постоянно находитесь, общаетесь. Вот этот человек прячет свой страх,
за маской, ну, якобы такого грозного, гневного человека. На самом деле боится. Вас этот человек боится. Дальше показывают мне очень сильную женщину, высокую, сильную женщину. Женщина как будто бы сама себя создала. Все, что есть, сама добилась. Тяжело работала и много. Много кочек было на ее пути. Прям руки в кровь стирала, когда добивалась того, что имеет. Ну, прям такой основательный жизненный опыт. Рядом с ней мужчина. Мужчина гораздо, ну, либо ниже роста, либо мужчина гораздо меньшего в жизни добился, достиг по сравнению с вами. И вы так на него смотрите и думаете, ну, жалко, конечно, его, но с другой стороны, ну, с таким, судя по всему, кашу не сваришь. Ну, зря вы, конечно, так о нем думаете. Да, может быть, мужчина не блещет, не фонтан, но у этого мужчины очень хорошее будущее. И этому мужчине, ему нужен, извините за слово, но, судя по всему, нужен поводырь. Тот, кто его поведет за собой, тот, кто его в нужный момент подтолкнет. Если вы с этим мужчиной, ну, допустим, будете дела иметь, либо отношения, то вы не пожалеете. Не пожалеете. Этот мужчина, он очень благодарный, и этот мужчина, он умеет и любить, и ценить, и умеет, ну, вот возвращать, да, не идет, что возвращать. И если вы в этого мужчину поверите, если вы этого мужчину не бросите, то этот мужчина вас 1000 раз отблагодарит. И до конца своих дней он будет вас благодарить, боготворить и благотворить. Да, не фонтан, да, не блещет, но у него очень крутой потенциал. То есть в правильных, в нужных руках этот мужчина, он просто расцветет. И из природного камня, да, такого невзрачного алмаза, превратиться в прекрасный бриллиант. Вот, так что, девочки, конечно, решать вам, выбирать вам. Но вот вижу, что вы что-то к нему чувствуете, но душу вашу терзают смутные сомнения, стоит или не стоит. Но опять же, мнения вокруг вас, да, могут говорить, ну как ты такая крутая, да, зачем тебе этот мужчина нужен, он тебя недостоин, ну что он может тебе там дать. Ну вот как-то так идет. В правильных руках, в сильных руках этот мужчина расцветет. И вижу, что он действительно всю жизнь вам будет благодарить, всю жизнь будет вас на руках носить и перед вами, ну, преклоняться, да, потому что вы его богиня, либо станете его богиней. Да. И вижу, что у мужчины действительно доброе сердце, любящее, доброе сердце. С таким мужчиной будет классно, комфортно и удобно. Ну, а по поводу его успехов, еще раз говорю, если его подтолкнуть, если его поддержать, то он много чего добьется, много. И все свои эти результаты он будет приносить вам, да, потому что все благодаря вам. Хороший знак на самом деле. Так, еще мне показывают ситуацию, очень похожая на треугольник. И в этом треугольнике что-то нечестно мне идет. Нечестно. Вот я вижу, двое любят, а третий, извините, колдует, судя по всему. Ну, либо колдует, либо шантажирует. Ну, почему? Воздействует, да. Здесь через магию могут воздействовать и воздействовать на психику, на нервную систему. То есть там может быть шантаж, там могут быть угрозы, и мужчина вам просто об этом не говорит. То есть вы на него там давите и нервничаете, да, почему он никак не может разобраться с этим треугольником, ну, с соперницей, с вашей. Вроде как бы клянется вам, что любит, говорит, что хочет быть с вами. И вы такая, ну, где результат? Почему этого не видно? Если ты хочешь быть со мной, зачем ты с той женщиной? Вот он вам просто правду не говорит. Видно, она ему угрожает очень сильно. Может быть, она даже не ему угрожает, а ему говорит угрозы вам, ваш адрес. А он знает, что она дурочка, что угодно может сделать. И пытается вас уберечь. Да, вот вижу, что там есть тайна, что там все нечестно. Вы об этом пока не знаете, но если захотите, то обязательно все узнаете. Вот. Единственное, что вот мужчине скажите, что это женщина, а у нее угрозы все пустые.
Она его знает, знает, что у него натура добрая, знает, что он человек мнительный. И вот она нащупала его, вот это слабое место, мнительность, восприимчивость, эмпатия. И туда прям, знаете, бьет кувалдой, да, бьет по больному. Вот и все. Вы ему скажите, что она пустое говорит, что нет там смысла в ее словах. И то, что она ему там обещает, а вот этот весь шантаж, угрозы, это все пустое. Вот. Ну, а если женщина колдует, ну, я не вижу, чтобы она прям очень сильно тут колдовала. Она может обещать ему, что она порчу на вас, на обоих наведет, да, и что вы никогда счастливыми не будете. Либо как только вы сойдетесь, вы там, не знаю, помрете все в один день. Такое может говорить, ну, гадости может говорить. Это тоже все пустое. Ну, она просто угрожает. Она просто, ну, психологически, получается, давит. Нет у нее ни способностей, ни возможностей, давайте так скажем. Что есть, так это вот этот наглый нахрап, да? Шантаж, угрозы. Вот это все, что она может делать. Ну, долго она так не протянет, да, на этих угрозах, на этом шантаже. Все равно те, кто любят, будут вместе. Ну, потому что вы друг другу по судьбе. Вот все. Такое испытание ваша любовь проходит. Зато чем как труднее вы друг другу достанетесь, тем сильнее вы будете друг друга любить и ценить. Вот так вот поменяйте мое слово в будущем. И еще, мои хорошие, показывают какой-то ларец, доверху набитый богатствами. А вы как будто бы туда не смотрите, а смотрите в другую сторону, там, где пустота. От какой-то возможности вы все время отворачиваетесь, либо в какую-то возможность не верите. А вам то ли предлагают, то ли вам рассказали, то ли объяснили, то ли вы сами, возможно, какую-то информацию, там, вакансию нашли, предложение по работе. И вы такая, ну нет, зачем мне богатство? Я лучше в пустоту пойду. Мои хорошие. Да, в наше время много мошенничества, много всякого вида там разводов. Вот. Но вас же никто не заставляет сразу с головой туда нырять. Да? Можно же ведь выяснить, найти реальные отзывы, там, пообщаться с людьми. Опять же, может быть, даже какое-то обучение пройти. Ну почему нет? Почему нет? Зачем вы от ларца этого отказываетесь? Там прям доверху огромный ларец. А в пустоте там, вы знаете, ничего нет. Там прям совсем скучно, грустно. И в пустоте прям максимально некомфортно. Вроде как есть возможность заработать, а вы не идете, либо вы в это не верите. Надо вам как-то по-другому на это все посмотреть, под другим углом. И еще. Так, ближе к венцу показано, что вам куда-то ехать не надо, либо не стоит. То есть, знаете, как оно того не стоит. Вы какую-то поездку задумали, либо хотите куда-то съездить, а говорят, что пока не надо туда ехать. Там ничего хорошего нет, и, скорее всего, поездка какая-то будет мучительная, растратная и максимально неприятная. Вот. Лучше отложите до следующего года. Вот. Как-то нет возможности вам хорошо съездить, либо удачно съездить. Если поехать, то ругать себя за это будете. За то, что поехали, за то, что потратили, за то, что столько нервов потратили. И да, и уговаривать вам тоже никого не надо, чтобы ехали с вами. Потому что если кто-то еще и с вами поедет, кого вы уговорите, да, этот человек потом будет ходить и вам мозг выносить, что вот из-за тебя такой ужас пережить, да, столько денег потратить. В этом году однозначно нет, и ехать не стоит. В следующем, да, возможно, как-то что-то улучшится, либо будет больше возможностей, но сейчас не стоит. Там дорога, она вся в каких-то перепонах, блоках, что-то там такое неприятное. И почему-то денег много это будет стоить, либо очень много денег потратите в этой дороге. Но опять же, это неприятно, да? Не надо тратить деньги. Ну, либо надо тратить с умом, да, на себя, а не непонятно на что. Пока лучше не ехать. В следующем году. И еще один момент. Либо сейчас, либо совсем скоро какой-то выбор у вас появится.
что-то вот выбирать можно, да, вот как на выбор вам что-то будет предоставлено. Здесь вас Вселенная предупреждает, что не спеши с выбором, не спеши, иначе прогадаешь. То есть речь идет о том, что сейчас выбор вам будет предоставлен какой-то вот прям скудный, да, прям даже и выбирать не из чего будет. А если подождать, то, возможно, выбор у вас расширится, либо что-то достойное появится. Не спешите делать выбор. Лучше обождите. Да вы, наверное, и не делаете выбор, потому что выбрать-то нечего. Да? Смотрите и думаете: Господи, какое жалкое зрелище. Ну кого выбирать, либо что выбирать? Из худшего лучше, да? Ну зачем такие варианты? Они никому не интересны и не нужны. Здесь надо подождать. Поспешите, как говорится, людей насмешите. Подождете, будете выбирать по-царски. Так показали. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.